Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Здравствуйте! Сегодня программа «Каравай» на фестивале Казан-Сельгасяп. Этот фестиваль проводится уже 5-й раз. И свое название он получил от старинной татарской народной песни «Казанское полотенце». Это не только красивый напев, но и символ чистоты, красоты, национальной вышивки, а также атрибут главного татарского национального праздника Сабантуй. В этом году просто удивительно много участников у нашего фестиваля, конкурса. Мы получили более 600 заявок. Ну, конечно, и сам формат фестиваля у нас в этом году отличается. Он необычный. Мы проводим его, фестиваль, в онлайн-режиме. Онлайн-формат. То есть участники присылают нам свои видеозаписи. И вот мы получили более 600 видеозаписей, а это вокалисты соло, вокальные ансамбли, танцевальные коллективы, ансамбли и соло, участники, танцоры, и еще коллективы ансамблей песни и танца. И очень много инструментальных коллективов, ансамбли баянистов, гармонистов, скрипачей. И причем заявки были из разных регионов России. Много зарубежных стран. Это Великобритания, и Япония, и Китай, и Бельгия. И еще у нас принимает участие Болгария. Ну, Турция, конечно, у нас здесь принимает участие. И даже попутно могу сказать, что гран-при в жанре хореографии у нас получил болгарский коллектив из Софии, который называется «Балкан». Я сама из Пермского края, город Кизел. Я приехала в этот коллектив, так как люблю народную культуру. Многие из разных, есть Самары, есть с Сургута люди, которые занимаются в нашем хоре, и все они несут, конечно же, частичку своей родины. И вот эта вот смесь разных городов, она в нашем хоре присутствует с языков. Марийский, удмуртский у нас присутствует. Мы не только на русском поем. Казанское полотенце проходит уже много лет. У меня есть еще один коллектив, например, свой детский коллектив, который участвует в этом конкурсе уже 3 года.
вот, и все время призовые места, первые, вторые места, и очень нравится. Это сближает нашу республику, так как много кто приезжает с нашей республики выступать на этом конкурсе. Мы узнаем новое, получаем новые навыки, мастер-классы проходят, на котором делятся с нами новыми знаниями. Международный конкурс-фестиваль «Казанское полотенце» в этом году поднялся на еще более высокий уровень в связи с тем, что от города Казани, от республики, он был заявлен под эгидой ЮНЕСКО. То есть на сегодняшний день он проводится с этого года, с 2020 года. «Казанское полотенце» проводится под эгидой ЮНЕСКО, как фестиваль по направлению Казань, город музыки.
для меня, как для также исследователя в области фольклора, особенно инструментального, конечно, национальная музыкальная культура всегда представляла интерес не только инструментальная, но и вокальная. Поэтому я очень внимательно всегда прослушиваю и просматриваю все вот передачи, концерты, а также которые связаны с национальными культурами, особенно с теми, которые касаются непосредственно народов, проживающих в Татарстане, в Среднем Поволжье. Такая авторская обработка старинных татарских песен «Син сазырнулый надо», «Бергена минутха». Это уже авторская песня, вот достаточно тоже, первый раз она исполнена была достаточно давно. Вот, скажем так, для вот такой исполнения на эстрадной сцене, он был немножко, произведение было чуть переработано и вот подано вот именно в таком стиле. Grishkin tatmakların. Ансамблебез башкара торган һәр композиция, һәр җыр, һәр бию үзебезнең авыллардан, менә күпчелек Татарстан авылларыннан, Керәшен авылларыннан яздырып алына, экспедициялар вакытында, яисә анда менә үзебезнең артистларыбыз кемнәр Керәшен авылларыннан чыккан, шулар алып килә. Әле бит Керәшеннәр безнең Татарстанда гына түгел, Башкортстанда, Бакалы районында яшәп яталар, Самара өлкәсендә яшиләр, Чиләбе өлкәсендә бик зур төркем нагайбәкләр, төркем әдәбиятыбыз үзенә Керәшеннәр яшәп ята. Менә алардан да біз бик күп материал җыябыз, алып кайтабыз. Я приехала из города Челябинска специально на столетие Татарстана. Грандиозный праздник. Я вот сегодня с утра прикупила женскую тибетейку, она мне очень идет, по-моему. Столько песен, столько фольклора, столько музыки, столько добрых людей, столько улыбок. Замечательный праздник. Вот я сегодня походила по Татарской слободе, посмотрела на народные товары, которые здесь продают, посмотрела на людей, посмотрела на танцы на татарские, сама танцевала в них. Море впечатлений, столько красок, столько эмоций. Дай Бог Татарстану еще долгих-долгих лет, потому что такой колорит, столько красок, такое незабываемое впечатление вообще обо всем. Спасибо вам, дорогие мои, с праздником Татарстан! Ура!
сами кто по национальности? Я русская, но у меня подруга живет здесь, в Казани, но татарка. Так случилось, что вообще по жизни, с молодости я дружила с подругами, с татарами, да? И мне так нравятся песни татарские. Я когда приезжаю сюда, я выхожу в беседку, включаю радио, они говорят, а почему ты слушаешь татарские песни? Потому что, говорю, настолько мелодичные, настолько они зажигательные. Я смотрю ТНВ, очень каждый раз смотрю, потому что, нравится мне все это. Она мне присылает, поздравляет с Новым годом или с днем рождения, она мне присылает всю эту музыку, и я начинаю танцевать. Дома, у себя в Челябинске я начинаю... Мне очень нравится. Спасибо вам большое за ваш праздник. Узнавать культуру друг друга нам это как бы обязательно, я вам сказал бы, да. Мы сами участвовали в прошлом году на этом мероприятии, но в этом году коллективы Дома дружбы не участвуют, поэтому мы пришли поболеть за наших друзей из коллектива Перминчек, Сайдаш коллектив и остальные наши друзья. Пришли поболеть, погулять, хорошая погода, День Республики. Для нас это большой праздник, для нашего коллектива.
знаете, это очень приятно, что все народы, и башкиры, и татары, и чуваши, и русские, и вот тут были кавказские народы, и народы Средней Азии, все показали свое народное искусство. Ну и у нас такой особенный формат у фестиваля. У фестиваля нет возрастных ограничений. То есть, начиная от 4-летнего возраста, дети, если они уже умеют танцевать народные танцы, вот в прошлом году, вот, например, у нас приезжал коллектив из Тулы, которые плясовую показали вот именно такими маленькими детьми. И возрастных ограничений и для преклонного возраста. То есть каждый, кто исполняет народную музыку, народные песни, танцы, инструментальную музыку, может принимать участие в нашем фестивале. А кроме того, наш формат еще необычен тем, что в нашем фестивале принимают участие и профессиональные коллективы, и исполнители отдельные, и также лучшие представители художественной самодеятельности. Вот в этом году у нас получил гран-при в жанре ансамбля песни и танца государственный ансамбль песни и танца татар Кряшин, Берманчик. Мы их с удовольствием поздравили, они вот уже 3-м номером украшают нашу программу. Молодцы, очень хорошо работают, замечательно. Получил гран-при хоровой коллектив «Народный хор Государственного института культуры Республики Татарстан». То есть вот такие вот коллективы, конечно, мы рады за их успехи. Фестиваль получил свое название от старинной татарской песни «Казан сельгесе». Это и символ белоснежной чистоты помыслов души человека, красота изысканного национального орнамента, созданного руками искусных вышивальщиц, а также казанское полотенце – это вышитый собственными руками подарок, который каждая девушка в течение года готовит своему любимому джигиту.